прямом эфире «Чеченские вести». Я Рамзан Абуев и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится четверг, 5 июня. Особая забота. Это не только красивая локация, но и важный фактор для здоровья и комфорта гостей. Пансионат для ветеранов сегодня гостеприимно распахнул свои двери. Кому доступен оздоровительный курс? Прекрасная Сумна. Региональный общественный фонд организовал благотворительную акцию по раздаче мелкого рогатого скота в преддверии Идаль-Адха. Чистота – половина веры. Работы продолжатся, пока не будут выполнены все поставленные задачи. Грозный продолжает преображаться благодаря субботникам. В Грозном свои двери гостеприимно распахнул новый пансионат для ветеранов войн, труда и людей с дополнительными потребностями здоровья. Особое внимание уделено участникам СВО. Учреждение предлагает полный спектр услуг: медицинская реабилитация, психологическая поддержка, социальное сопровождение, полноценное питание и уход. Репортаж Медины Мударовой. Солнце, свежий воздух и пансионат для ветеранов труда прямо на берегу Грозненского моря. Это не только красивая локация, но и важный фактор для здоровья и комфорта гостей. Новое учреждение возведено по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Здесь созданы идеальные условия для отдыха и оздоровления. На открытие пансионата для ветеранов войны и труда прибыли официальные лица. Заместитель председателя правительства Чеченской Республики и министр труда, занятости и социального развития региона Усман Баширов, чье ведомство курировало возведение объекта, в первую очередь отметил поддержку руководителя субъекта, благодаря которой Чеченская Республика занимает лидирующие позиции по всем направлениям. Председатель правительства региона Магомед Даудов подчеркнул, что забота о здоровье и благополучии населения – главная задача руководства субъекта. С начала специальной военной операции в Чеченской Республике началась активная работа по введению в эксплуатацию подобных учреждений. В регионе насчитывается около 56 тысяч добровольцев, которым оказывается всесторонняя поддержка. Именно обхабеша уэмехте порученные оперативный штаб штаб носу направления. подходит كندي قشقوش ديش دوله توينا ما سعنا وقمنا ولا شيء وندا عام داجينيه يا ده والقوي شغل كان ناقصتن سوتد نقول غير حلقات غير مش حاجه именно СО да лож пунктия шумара алвайнов чичура 56 тысяч дионов участник СО сега да лацбу участник шнаху урду 6 тысяч доци шей деш унуду вай пачо диона обхариоп объекту речена да на контроль алла то шарар. В рамках торжественной церемонии состоялось награждение, приуроченное ко Дню социального работника. Указом главы Чеченской Республики почетный знак за трудовое отличие и почетную грамоту главы региона получил ряд сотрудников. Награждаются почетным знаком за трудовое отличие Саламов Бекмахмуд Исакович, начальник отдела охраны и экспертизы условий труда Министерства труда, занятости и социального развития Чеченской Республики. Пансионат построили в соответствии федерального проекта «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография». Учреждение рассчитано на 230 мест. Открытие позволило создать более 200 рабочих мест и стало важным шагом в развитии системы социальной поддержки населения Чеченской Республики.
коек юра, оках мазал 215 человек рабочий метр шухуза, кавой махара, ёк объект ю 22 около 22 тысяч квадратных метров ёк объект юра, оках массу условий юм, тахин звучаха 230 коек дополнительный корпус ювайсига и лечебный корпус юиза, вот сюда аж уже ходил дамо, вот саншаранч из-за чего юиза, из-за металла юиза, очаха лечить бассейн, лечение, обследование массу условий юиза, уже телефон шесть российский регион ищу протезную юбар сигаха, что дикий юбар был, что хаят телефон ищу, да, молха, вы поручение мело хочешь еду. Отдых и оздоровление здесь могут пройти ветераны войн, труда и инвалиды, в том числе и участники специальной военной операции. Джабраил Гитаев в зону боевых действий отправился еще в 2022 году. Тогда же получил пулевое ранение и с ногой пришлось расстаться, но ненадолго. В Чеченской республике мужчине установили протез. Ну, ногу я не потерял, я за родину отдал, как говорится. Я герздетен, лазорник стал. Лечение гуманно, бадок дич, протеза цахвакен, юсун цах, цах оля хулкан хауш дикаус. Палачума дикий цены удобный, массу удобства, хамайл шо дикил. Пансионат состоит из 4 блоков, в котором размещены социально-медицинское, реабилитационное и психологическое отделение. Ключевым является протезное. Мы оказываем услуги современного протезирования верхних и нижних конечностей. Главное преимущество здесь является это интеграция с пансионатом, потому что здесь пациент может не только получить протез, но и пройти реабилитацию в таких качественных, комфортных условиях. Наша цель – это не только обеспечить пациента протезом, но и вернуть ему мобильность и уверенность в себе. Протезное отделение оснащено высокотехнологичным оборудованием ведущих немецких производителей. В нем изготавливаются протезы конечностей в зависимости от травмы пациента. Человек приходит, первым делом попадает на прием к врачу. Врач приглашает инженера-протезиста, соответственно, осмотр пациента, назначение изделия. И в дальнейшем уже передается пациент инженеру-протезисту для снятия слепка. После снятия слепка пациент проходит по ряду кабинетов, которые находятся последовательно. И идет процесс изготовления приемной гильзы, дальше сборка протеза, установка непосредственно коленных модулей различного функционала. Силиконовые чехлы – это для метод крепления, модули стоп, соответственно. И на выходе получается вот здесь для образца у нас представлен, как выглядит сам протез. То есть протез голени и протез бедра. Пансионат является прекрасным местом и для обслуживающего персонала. Предусмотрены комнаты отдыха для сотрудников. Комфорт для отдыхающих и проходящих лечение самый лучший. По всему учреждению предусмотрены кнопки вызова помощи. К примеру, если постоялец с ограниченными возможностями здоровья, одним нажатием он может вызвать дежурного врача или санитара. В учреждении также расположились уютные палаты, столовая, парикмахерская и спортивный зал со всеми необходимыми тренажерами. У нас есть беговые дорожки новейшего образца, гантели и велотренажеры и так далее. Зал ЛФК будет представлять для реабилитации наших пациентов. Каждому пациенту у нас будет индивидуальный подход. Постараемся сделать все в наилучшем виде, чтобы для наших ветеранов все было очень хорошо здесь. Среди ключевых целей создания данного объекта – это поддержка семей с детьми, увеличение ожидаемой продолжительности жизни, снижение смертности населения старшего трудоспособного возраста, а также полный отказ от вредных привычек и регулярное занятие спортом. Условия для этого также предусмотрены. Медина Мударова, Ислам Нацуров, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская республика. Делегация из Луганской Народной Республики посетила парламент Чеченской Республики с рабочим визитом. Цель – обмен опытом и укрепление межрегионального сотрудничества. В законодательном органе гости приняли участие в расширенном заседании Комитета парламента по вопросам социальной политики, здравоохранения и спорта. Председатель комитета Муса Ханариков тепло поприветствовал временно исполняющую обязанности главы администрации Луганска Яну Пащенко. Представители ЛНР высоко оценили позитивные изменения, произошедшие в регионе под руководством Рамзана Кадырова. В рамках заседания были рассмотрены региональные законопроекты, направленные на социально-экономическое развитие, а также федеральные инициативы и обращения, поступившие на согласование из других субъектов России. У нас с визитом побывала делегация из города Луганска во главе с главой города Луганска со своими заместителями. Это сегодня первый визит. Мы обсудили ряд вопросов, которые в дальнейшем будут взаимодействовать, сотрудничать в наших
городов, регионов, поэтому у нас есть много чему поучиться. Я думаю, что это не последняя встреча. Они, увидев наш регион, город Грозный, наши села, были просто удивлены красотой, чистотой и добротой нашим народом и остались очень сильно впечатлены. Я думаю, что это не последняя встреча. Мы в ближайшее время выйдем в город Луганск и будем на разных уровнях взаимодействовать для дальнейшего развития отношений между нашими регионами. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел крупную благотворительную акцию в канун праздника Идаль-Адха. 20 тысяч голов мелкого рогатого скота раздали малоимущим семьям. Слова признательности за поддержку звучали от каждого получателя. Об акции добра репортаж Эльвиры Межидовой. В преддверии праздника Ид-аль-Адха региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова раздал 20 тысяч барашек. Жертвенных животных получили нуждающиеся и многодетные семьи города Аргун, Серноводска, Ачхой-Мартана, Шатойского, Шелковского, Гудермесского, Шалинского и других районов республики. غيل مسكول شنا أس أوكرانيا وكريستان منافق البيوغ اللي دوحل قحيوكش شيء سنوش عدل بولشير دوزلشنا تيجع لزين بولشير دوزلشنا دال مقلح ويرش دقة شوردو وزق سيلح والشولش دال سنر قوبل ساق دويل دال مصير غربنش قوبل دويل دال قوبل ساق بول استغوي فتشان أخا خزني سن دق ساق دق شوقي. Подобная помощь стала хорошим подарком к праздничному столу жителей республики, благодаря которой нуждающиеся смогли провести обряд жертвоприношения. دال صابول بزنديل وي باتشاهي دقول كلكنا دال قبل صابول كرزنديل غربان استخداميتهم دال قبل صابول هاش رمضان دال صابول غربان بايتن بول استغ رمضان دال قبل صابول شو بزنديل دغمل لحчинди. Праздник жертвоприношения является одним из главных праздников мусульман. Он отмечается на 70-й день после празднования Ид-аль-Фитр, 10-й день 12-го лунного календаря Зуль-Хиджа и продолжается 3 дня. Этот день знаменует окончание паломничества в Мекку. В качестве жертвенного животного используются верблюды, коровы, буйволы, овцы и козы. Животное должно быть здоровым и без увечий. Ежегодно региональный общественный фонд проводит благотворительную акцию к празднику Ид-аль-Адха, помогая тысячам семей исполнить долг перед Всевышним. Эльвира Межидова, Ахмед Хизреев, Вести, Чеченская Республика. В преддверии Идаль-Адха, когда традиционно возрастает перемещение животных, Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора усилило ветеринарный контроль. Главная задача – минимизировать риск завоза и распространения заразных и особо опасных заболеваний. Именно поэтому профилактике уделяется особое внимание. Важно помнить, все животные, прибывающие из других регионов, должны иметь ветеринарно-сопроводительные документы и быть обязательно промаркированы. Для этого используются различные методы – бирки, электронные ошейники и метки или вживляемые микрочипы. Работа Россельхознадзора приносит ощутимые результаты. Так, с начала года на 4 пограничных постах, контролирующих въезд в республику, инспекторы уже выявили и предотвратили нелегальный ввоз 1300 голов мелкого и крупного рогатого скота. Готовясь к празднику Ид-аль-Адха, важно помнить о ключевых правилах безопасности. Каждое животное, предназначенное для убоя, а также продукты убоя, должны пройти обязательный предубойный и послеубойный осмотр ветеринарного врача. Не менее важно, чтобы скот поступал исключительно из благополучных по эпизоотической ситуации регионов и сопровождался ветеринарно-сопроводительными документами, оформленными через государственную информационную систему ГИС «Меркурий». Вместе с тем биологические отходы необходимо утилизировать путем сжигания в специализированных крематорах или биотермических ямах до негорючего остатка с последующим захоронением. Россельхознадзор направил соответствующие письма в администрации районов и Министерство сельского хозяйства, чтобы обеспечить неукоснительное соблюдение данных требований законодательства на местах. Призываем всех отнестись к предписанию с максимальной ответственностью, чтобы праздник Ид-аль-Адха был безопасным и благополучным для всех.
Спустя всего несколько недель после торжественного открытия грузинский коттеджный поселок кипит жизнью. Мой коллега Магомед Азиев побывал там, чтобы лично пообщаться с новоселами и узнать, как изменилась их повседневность. Всего в марте месяце 231 таунхаус внутренней обстановкой получили многодетные семьи и те, у кого нет своего жилья. В апреле этого года Зайнат со своими 3 детьми отметила новоселье в полностью обставленном и благоустроенном доме. По ее словам, благосостояние жизни до и после в корне отличается друг от друга. Благодаря стараниям руководства региона она стала намного комфортнее. «33 жилых дома в виде 231 таунхауса заселили еще в марте этого года в Исаитовском районе Грозного. Инициатором строительства новых жилищ для людей с материальными проблемами является региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Широкими рядами выстроенные дома не только радуют глаз, но и сердца людей, которые до сих пор не могли даже представить такие условия для своего комфортного проживания. Сами дома выполнены в одинаковом архитектурном стиле. Здание в 2 этажа. На первом находится кухня, зал и ванная, а на втором обустроены 3 спальные комнаты, а также присутствуют все виды коммуникаций. Для живших в труднодоступных областях и сложных условиях людей это невероятное событие. За проявленное внимание и столь щедрый подарок все как один благодарят главу Чеченской Республики, президента регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Аймане Несиеву и всех участников строительства. Благодаря их стараниям благоустройство всего региона движется полным ходом. Удобство, массугума дикё, пространство, все очень хорошо. Мебель, массугума дикё, массугумела, дерес, халардауса, айолет чанизандел. Доккулк дикван. Подобные социальные проекты являются важным шагом в решении жилищных проблем граждан и позволяют поддерживать единство и солидарность в обществе. Магомед Азиев, Шамсудин Джабраилов, Ахмед Хизриев. Вести, Чеченская Республика. В Грозном кипит работа. Белят деревья, обновляют фасады зданий, убирают каждый уголок. Это марафон чистоты развернулся по инициативе Рамзана Кадырова, объединив тысячи людей. На улицы, в парки и скверы вышли все, от государственных служащих до волонтеров и активных жителей, с одной целью – сделать столицу еще более уютной и привлекательной. Репортаж Рабины Гайтиевой. Прямо сейчас во дворе жилого комплекса полным ходом идут работы. Представители Курчуловского района с раннего утра наносят фасадную краску, убирают мусор и приводят территорию в порядок. Работа продолжится, пока не будут выполнены все поставленные задачи. Грозный становится чище, уютнее, и все благодаря большим субботникам, которые проходят сейчас по всему городу. Данное мероприятие организовали по поручению главы Чеченской Республики в рамках года города Грозного и района имени Владимира Путина. На сегодняшний день большинство проводимых работ на участках находится на этапе завершения. Участники субботника полностью обновляют данные объекты. Более того, производится замена ветхого инвентаря на новые. Это значимая часть субботников, поскольку за счет проводимой работы удается повысить не только комфорт местных жителей, но и уровень их безопасности. Сотрудники управления образования Курчуловского муниципального района сегодня не в кабинетах. Они наводят порядок во дворах, благоустраивают детские и спортивные зоны, убирают мусор. Все с желанием сделать свой город лучше общим трудом. Чистые улицы, ухоженные дворы, безопасные площадки напрямую влияют на качество жизни людей. Но самое главное, такие мероприятия воспитывают уважение к труду коммунальных работников, которые изо дня в день наводят порядок. Особенно это важно для молодежи и детей, которые видят, что взрослые не только говорят о порядке, но и показывают своими руками. Участники субботника отмечают важность таких добровольных акций и их регулярность для благополучия всей республики. Изменения не остаются незамеченными. Местные жители благодарят участников за труд и внимание к их дворам и улицам. Особенно радуются пожилые люди и семьи с детьми. Именно для них такие преобразования имеют особое значение.
ديلي أشي رئيس خليل طبعا اشتا بس دين واشتو وانت لا بقى عمانا نشتلا حرنا خشوا قاعد يشوف دالشي دعوال الرئيس خليل بلكر على أمبركسه. И такие мероприятия обязательно продолжатся, и чем больше людей включится в общее дело, тем быстрее город станет таким, каким его хотят видеть сами грозненцы – чистым, зеленым, удобным для жизни. Рабиат Гайтиева, Лисхан Кацумов, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунт АВНХ, социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.